Доброе утро, уважаемые коллеги, хозяева, приглашенные, гости. Вы знаете, настольный теннис, или как его еще называют, пинг-понг, это олимпийский вид игры спортивной. Историки не могут определить конкретную страну, где эта страна, где игра появилась. Некоторые говорят, что она появилась в Японии или Китае. Ряд историков говорят, что она появилась во Франции или Англии. Некоторые находят корни даже в древнем Риме по поводу этой игры. Первоначально играли на простых столах посреди, ставили книги, брали картонки и начинали саму игру. Игра приобрела большую популярность в конце прошлого века, и в 1900 году, естественно, были установлены определенные правила, появились столы, ну и появилась для бизнесменов работа для, скажем так, изготовления соответствующего инвентаря, шариков, ракеток. Надо отметить, что самым, наверное, революционным событием в движении настольного тенниса был 1930 год, когда догадались на ракетках сделать резиновые покрытия. Само название пинг-понг, по большому счету, на сегодняшний день это даже не видно настольного тенниса, но само название пинг-понг прижилось в связи с тем, что происходит два звука. Пинг – это удар ракеткой по мячу или по шарику, и понг – когда этот шарик ударяется на стол. Само название даже было запатентовано и широко используется. Надо сказать, что в 1927 году впервые провели всемирный чемпионат по теннису. И в те годы долгое время призовые места занимала команда и игроки с Венгрии. Но в последнее время на первом месте находятся, как вы прекрасно понимаете, китайцы. Сама игра очень интересная, широко распространенная, не требует больших площадей. Даже у нас в Верховном суде, вокруг коридор, стоит настольный теннис, и наши судьи могут подтвердить, что вы бывали в обеденные перерывы или свободное время судьи всегда играют в эту увлекательную игру, которая требует остроты ума, реакции, достаточно сильных эмоций. Поэтому проведение сегодняшнего турнира, оно у нас традиционно. Вы знаете, в связи с пандемией последние годы мы немножко сократили количество наших спортивных мероприятий. Но вот в связи с улучшением эпидемиологической обстановки здесь мы решили устранить. Поэтому желаю вам всем спортивной удачи, успеха, конечно, дело трудовое, а удача на халявная не всегда поворачивается. Вот вам этой удачи спортивной, хороших впечатлений зрителям, нам, и в том же случае я хотел выразить слова в адрес администрации района, главы Миниханова Олега Валерьевича, который пошел навстречу, предоставил такую широкую площадку хорошую. Успех, удачи, пускай выиграет сильнейший. Объявляем открытие. Конечно, мы рады, что
по виде оценить, кто тренировался, закладывал эту базу, свою тренировку смену, они победят. Как наш глава говорит, если замечания говорите, если есть какие-то положительные моменты, не говорите. Я думаю, все будет нормально. Пускай это будет следующее. Что касается района, на самом деле, место очень знаковое, поэтому лучше показатели добавили, поэтому желаю победы всем. Спасибо. Но так как они живут на этой земле, по большому счету, вот эти условия, они же, понятное дело, для того, чтобы суд в хороших условиях работал, тепло, чтобы было работникам и так далее. Но оно и обратную сторону имеет. Это для населения, потому что ведь место публичное, люди сюда будут приходить, чтобы им соответствующие условия. В коридорах должны быть, прошу прощения, скамейки, соответствующие объявления, картины висеть, цветы, чтобы вы чувствовали себя как дома. И люди, приходя сюда, получали здесь не только законные, но и справедливые решения, уходили удовлетворенные разрешением своих спорных правоотношений. Вот. Меня впечатлил сам ремонт, очень хорошие материалы, качество хорошее, я думаю, завершение этого будет в этой ситуации. Поэтому, пользуясь случаем, от имени Верховного суда и от имени Управления судебного департамента. Но так как они живут на этой земле, по большому счету, вот эти условия, они же, понятное дело, для того, чтобы суд в хороших условиях работал, тепло, чтобы было работникам и так далее. Но оно и обратную сторону имеет. Это для населения, потому что ведь место публичное, люди сюда будут приходить, чтобы им соответствующие условия. В коридорах должны быть, прошу прощения, скамейки, соответствующие объявления, картины висеть, цветы, чтобы вы чувствовали себя как дома. И люди, приходя сюда, получали здесь не только законные, но и справедливые решения, уходили удовлетворенные разрешением своих спорных правоотношений. Вот. Меня впечатлил сам ремонт, очень хорошие материалы, качество хорошее, я думаю, завершение этого будет в этой ситуации. Поэтому, пользуясь случаем, от имени Верховного суда и от имени Управления судебного департамента. Нормально? Не низко? А вы вывеску поставьте. Аллея правосудия. Yok ama kakriye var, başı bırakacak buna. Her turusuna varamız. О! О! Yine dönüşe gittik şimdi.
Дальше. Є! Судья тайм-аут. Хорошо.
вас